Агинский Дацан – один из старейших и почитаемых в Бурятии буддийских монастырей. Как и в большинстве храмов, традиционных центрах изучения и толкования буддизма, здесь было обширное собрание икон, книг, скульптурных изображений и ритуальных предметов. Волею обстоятельств многое оказалось вывезенным из Бурятии и попало в собрание Петербургского музея антропологии и этнографии Академии наук, коллекция номер 4698. Историческая интерпретация этой коллекции впервые была предложена Львом Николаевичем Гумилевым. Часть 1. Старобурятская живопись. Посвящаю памяти моего дорогого учителя, профессора Николая Васильевича Кюнера. История, открытая искусством. В сердце Азии. Сердце величайшего континента мира, Срединная Азия, самой природой разделена на сопредельные, но не схожие зоны – степную и таежную. Раскаленная солнечными лучами степь простирается от Дона до Хуанхэ и от закраины сибирской тайги до оснеженных вершин хребта Ганди-Сышань Трансгималаев. С юга к этому разнообразному, но монолитному ландшафту примыкает долина реки Брахмапутры, называемой тибетцами Цангпо, а еще южнее, за вершинами Гималаев, лежит огромная Индия. С севера к степи примыкает Таежное море, малонаселенная и трудная для жизни страна. Только неутомимые эвенкийские охотники и оленеводы смогли освоить эту негостеприимную землю. Но на окраине тайги, где горные, поросшие кедром хребты перемежаются с языками душистой степи, в сухом и здоровом климате под защитой устойчивого антициклона сложилась оригинальная культура бурятского народа, с XI века населившего Южное Прибайкалье и Забайкалье. Подобно тому, как тибетцы ограничивают срединноазийскую культуру с юга, так буряты замыкают ее с севера. И с давних времен культурный контакт этих двух окраин оплодотворял их творческие поиски, обогащая умы и утешая сердца. Тибет был в более выгодном географическом положении. Соседство с Индией и Ираном, постоянные военные столкновения с Китаем, приносившие горцам богатую добычу, близость великого караванного пути, проходившего через Хотан и Кашгар, оазисы восточного Туркестана – все стимулировало в Тибете интеллектуальную деятельность. Плоды этой деятельности через буддийских монахов попадали к монголам и бурятам. До освоения России и Восточной Сибири это была главная культурная артерия, наполнявшая воображение срединноазийских кочевников. В отличие от западноевропейцев, мусульман и китайцев, распространявших свои принципы цивилизации силой оружия и заливавших кровью захватываемые ими земли, Византия и Тибет претендовали на господство только над душами и сердцами. Они высылали учителей, а не завоевателей. Именно поэтому приняли воинственные русы из рук бородатых монахов в черных рясах, а неукротимые монголы от бритоголовых лам в желтых плащах грамотность, образованность и художественные вкусы. Это было не культурным влиянием, а скорее пересадкой культурных ценностей на новую почву. Она не оскорбляла самолюбие новообращенных, так как вместо принуждения имело место обращение к их искренности со стороны дружелюбных и неопасных соседей. Именно благодаря этим особенностям учительства русские сами построили среди северных лесов монастыри и скиты,
где в библиотеках хранились летописи и философские сочинения, переведенные с греческого языка, а церкви были украшены иконами и фресками, выполненными руками искусных художников, учившихся у византийских мастеров. И даже тогда, когда Константинополь был взят турками, а сирийские и армянские монастыри разрушены мамлюками, в Северной России сохранялись и чтились шедевры искусства и культуры Византии. В Азии ту же роль играли бурятские монастыри, где долгое время хранились картины или копии с них, уже утерянные в самом Тибете, Хотане и Китае, а в Индии ставшие предметом археологических раскопок. Вот почему коллекция предметов буддийского искусства из Огинского Дацана, хранящаяся в Музее антропологии и этнографии АН СССР, стала предметом нашего внимания. В ней, как в капле воды, отражающей небосвод, сохранились следы древней культуры Срединной Азии и той жизни, которая исчезла много веков тому назад. Значение изучения буддийской иконографии. Ни одна из религиозных систем мира не имеет столь развитой иконографии, как буддизм. Количество и разнообразие изображений, подлежащих почитанию, в буддизме и ламаизме кажется на первый взгляд беспредельным. Но при пристальном изучении обнаруживается, что разнообразие тематики заключено в строгую систему, а трактовка сюжетов подчинена не менее строгому канону. Однако остается место и для личного творчества, так как в иконах наряду с центральными фигурами можно вводить второстепенные мотивы, трактовка которых зависит уже от личного вкуса художника. Содержание и смысл буддийской иконы всегда вложены в образ отвлеченной идеи, воплощенной в линии и краски. Часто это милосердие или мудрость, но реже гнев и ревность к вере, иногда воздаяние за грехи или устрашение, а также встречаются даже образы сторон света – севера, юга, востока и запада, или отдельных профессий, например, медицины. Это скорее символические знаки, чем картины, но фигуры антропоморфны, и эстетический канон выдержан необычайно строго. Эти особенности, с одной стороны, затрудняют восприятие изучаемого нами искусства, так как для понимания картины знание сюжета обязательно, а с другой раскрывают широкие горизонты восточной эстетики и этики, а также истории. Исходя из отмеченной особенности, мы вынуждены начать искусствоведческий очерк с путешествий вглубь веков и в дебри тропических джунглей к истокам мысли, породившей то удивительное творчество, которое дожило в Сибири до XX века. Без истории нам не обойтись. Наряду с общими буддийскими сюжетами мы можем рассматривать локальные варианты икон, тесно связанные с местом написания, эпохой и личностью художника. А так как последняя всегда зависит от своей эпохи, то при наличии большого количества вариантов в поле зрения исследователя иконографический материал может быть использован как археологический источник. Так как это обязательное условие, большое количество вариантов, характерно для буддийской иконографии, то, работая в этом направлении, мы вправе ожидать значительных результатов, весьма важных для уяснения темных вопросов истории Срединной Азии. За 2600 лет своего существования и при наличии широкого распространения буддизм изменился настолько, что сравнивать его с относительно монолитными религиями Средиземноморья, христианством и исламом, было бы неправильно.
Как бы ни менялся внешний облик христианства, основные догматы его оставались теми же, что и в эпоху Вселенских соборов. Не то в буддизме. Сначала он был одной из философских школ Древней Индии, решавшей исключительно проблемы этики. Затем он разделился на атеистическое учение Хинаяны и нигилистический мистицизм Махаяны, причем различие между ними перешло в сферу метафизики. Хинаянисты признавали реальность мира, а махаянисты считали его иллюзией. Затем появилась Тантраяна, учившая, что достижение нирваны легче осуществить путем заклинаний, нежели самосовершенствования. И, наконец, восторжествовало учение об Ади-Будде, предвечном Творце мира, имеющем божественных помощников, обращение к которым сулит верующим утешение и помощь. Философия превратилась сначала в магию, потом в религию. Этот процесс шел медленно, осложнялся то борьбой, то компромиссами с местными культами в тех странах, куда буддизм внедрялся. Но в конце концов былое единство заменилось предельным многообразием, где общими остались только богословские термины, утратившие свое единое содержание. К числу таких слов принадлежит само название буддизм или желтая вера. Теистическую ее вариацию теперь принято называть ламаизмом, для того, чтобы выделить ее из числа прочих исповеданий, мало на нее похожих. Для народов Центральной Азии цвет всегда служит и опознавательным, и оценочным признаком. Название «желтая вера» возникло в древности, ибо последователи Будды Гаутамы Шакьямуни, явившегося людям в образе царевича, носили одежды желтого цвета. Удержалось оно и тогда, когда ламы в Тибете и Монголии ходили в бараньих шубах. Христианство, распространившееся в Монголии в X-XIII веках в форме несторианства, называли белой верой, а древнюю тибетскую религию Бон – черной верой. В самом буддизме в XI веке возникло направление, представители которого носили красные шапки. Их учение называли красным. В XV веке новый вероучитель Дзонгхапа предпринял попытку восстановить старые традиции и снова восторжествовал желтый цвет. Учение Дзонгхапы было принято монголами, калмыками и бурятами. Впрочем, обращение последних совершилось уже в XIX веке. Николай Лесков в знаменитом рассказе «На краю света» с грустью повествует, как буддийская проповедь оказалась действеннее христианской, потому что ламы имели средства на подкуп царских чиновников, чего православная церковь в смете расходов не предусмотрела. Утвердившись на полвека в Сибири, буддизм оставил в ней след своеобразной культуры, представленной оригинальным искусством, заимствованным из далекого Тибета. Предварительные, но необходимые замечания. Приступая к анализу нашей коллекции, надо условиться о терминах. Буддизм нельзя назвать ни политеизмом, ни монотеизмом, ни атеизмом. Боги, существования которых буддийских канон в махаянистическом толковании не отрицает, не являются объектом поклонения, и, соответственно этому, изображений их в нашем собрании нет. Эти боги, санскритская Дева, монгольская Тенгрии, согласно желтой вере, не что иное, как существа сильные, но не всесильные, долговечные, но смертные, счастливые, но не способные к совершенствованию, так как безмятежная жизнь, которую они ведут на небесах среди чувственных удовольствий, отвлекает их от созерцания. Это боги индийского пантеона, и образ их жизни напоминает время провождения богов Олимпа или Волгаллы.
Но небо, где они обитают, для набожного буддиста отнюдь не является раем. Боги, подобно остальным 5 классам живых существ, находятся в круге сансары и подвержены перерождениям и карме, закону причинности. Также не представлены асуры-гиганты, вечно враждующие с богами, иногда добивающиеся в этой войне успехов, но в конце концов терпящие поражение. Отсутствуют они, очевидно, по той же причине, что и боги. Равным образом нет изображений адских существ, таму и прета, вечно голодных духов, обитающих в преддвериях ада, за исключением царя подземного царства Ямы, часто изображаемого со своей страшной сестрой Ями. Яма, монгольская Эрлик, благодаря своей устрашающей наружности и жестокой профессии пытки грешников, иногда ошибочно считается злым духом, буддийским сатаной. На самом деле он тоже только существо. И, находясь в аду, несмотря на свое высокое положение, подвергается адским мукам и ежедневно проглатывает изрядную дозу расплавленного металла. На икону он попадает за другое. Он имеет духовный чин Дхармапала, о котором сказано ниже. Итак, на буддийских иконах напрасно искать и богов, и демонов. Их места занимают Будды, Бодхисаттвы и Дхармапалы, то есть люди. Слово «Будда» означает «совершенный». Будда – это человек, погасивший в себе все желания, толкающие обычных людей на поступки. Поскольку каждый поступок имеет последствия, обязательно отражающиеся на человеке, его совершившем, то единственный способ вырваться из круга сансары, постоянных умираний и перерождений – это перестать что-либо делать, ни на что не реагировать, достичь полного бесстрастия и тем самым избавиться от мучений и смерти. Это состояние полного покоя, называемое нирваной, и есть цель последователя буддийского учения. Человек, достигший его, выходит из мира. Он только является примером для других страдающих людей, предоставленных своим силам. Изображаются Будды в традиционном плаще индийского монаха-отшельника. Сколько Будд было за историю человечества? По одному мнению 3, по другому 5, по третьему столько, сколько песчинок в Ганге. Но все они находятся по ту сторону добра и зла. Помощниками людей, стремящихся к совершенству, являются бодхисаттвы. Назначение бодхисаттв – активное делание добра и борьба со злом. Поэтому они изображаются или кроткими белого или желтого цвета в одежде индийского принца, или гневными синего или голубого цвета, многорукими или многолицами, часто движимыми страстью, изображаемой в образе женщины Шакти, и с грешниками, которых бодхисаттва попирает ногами. В этой устрашающей форме они называются Дхармапала. Назвать их божествами нельзя никак. Назначение Дхармапал, хранителей закона, борьба со злом. Воплощение злого начала, черта или сатану буддийская догма не признает. Злом является сама жизнь, как результат страстей и вытекающих из них искушений Мара, которые, овладевая человеком, удерживают его в круге перерождений сансара. Непальское или североиндийское толкование экзегезы гласит: в духе без основы возникла страсть. Эта страсть есть причина развития. Развитие же есть рождение, старость, смерть. Страсть – причина всего этого. Все эти последствия возникли из причины, то есть из самопроизвольного взрыва страсти или флуктуации ее энергии.
Спасение из круга перерождений, то есть противодействие силе страсти, осуществляется путем следования буддийскому канону. Следовательно, противодействие буддийскому канону – зло. Некоторые праведники, видя упорное сопротивление грешников буддийской вере, в гневе набросились на них, защищая учение, но тем самым совершили грех и навеки лишились нирваны. Огорченные этим, они посвятили себя активной борьбе с грехом, стали темными от гнева, очень сильными и страшными для врагов веры. Но для набожного буддиста устрашающие темно-синие или ярко-красные фигуры в венках из черепов, топчущие нагие женские тела, образы героев, отдавших душу ради торжества идеи, дхармы, то есть закона. Следующий чин ламаистской иерархии архат, то есть святой. Это буддийский монах, достигший настолько высокой степени совершенства, что он может творить чудеса, но у него нет сверхъестественных способностей бодхисаттвы, уже избавленного от необходимости умирать и возрождаться вновь. Архат остается человеком, а следовательно, совершив дурной поступок, должен нести за него ответственность, если не в этой жизни, то в перерождении. Например, он может возродиться не в виде человека, способного к самосовершенствованию, а в виде дева, пребывающего в вечном блаженстве и поэтому не способного обучаться буддийскому закону, или в виде асура-гиганта, поглощенного борьбой с девами. У асуров просто нет времени, чтобы подумать о спасении души. Архат может стать неразумным животным или еще хуже голодным демоном, ибо в буддийской космологии только состояние в образе человека дает надежду на достижение нирваны. Ниже архата идут учителя ламы и простые отшельники-бикшу, но они не являются предметом поклонения и на иконы попадают лишь в качестве адарантов, то есть людей, почитающих бодхисаттву. Наряду с заслуженными людьми на иконах часто встречаются демоны, обращенные в буддизм. Часто это местные языческие божества, инкорпорированные в буддийский пантеон. Согласно этому, они в разных странах разные. Но кроме них есть персонифицированные элементы натурфилософии, отражающие различные школы и направления. Таковы локопалы, хранители мест, владыки севера, юга, востока и запада, дакини, небесные плясуньи, которые иногда разрешают людям увидеть себя при закате солнца как голубоватые блики или предвечерние полутени. И, наконец, в средневековом Тибете была создана концепция демона-покровителя отдельных людей – идам. Все эти персонажи отражены в живописи. Буддийская иконопись, подобно христианской, ограничена религиозно-эстетическим каноном, обуславливающим формы и атрибуты изображаемых божеств и святых, но также дает возможность для проявления творческой индивидуальности художника внутри канона. Именно это обстоятельство придает нашей коллекции сверхэстетического познавательное значение, потому что в иконографии бурят-монгольских дацанов переплетаются тибетские, китайские и даже русские культурные традиции, уходящие в глубокую древность и вместе с тем отвечающие модернизированному сознанию ламаита XIX-XX веков. Поэтому наряду с подражанием высоким образцам средневекового тибетского искусства мы встречаем изображения, значительно от них отличающиеся как по содержанию, так и по выполнению. Сложнее вопрос генезиса сюжетов. Буддологи Грюнведель и Гетти трактуют вопросы буддийской мифологии оторванно от истории народов, переживших влияние буддизма.
Поэтому пока не была написана светская политическая история Древнего Тибета, буддийская мифология висела в воздухе и, казалось, не имела связи с жизнью. Но как только этот рубеж был преодолен, за фантастическими символами вскрылась породившая их действительность, и абстрактные образы превратились в исторические источники. Конечно, пользоваться этим источником надлежит с осторожностью, но для проблем Центральной Азии дорого каждое сведение, каждый намек, особенно когда дело идет о такой сложной и малоизученной проблеме, как культурный обмен Бурятии с Тибетом в средние века. Живопись, сохранившаяся на иконах, фиксировала и отражала крупные исторические события Тибета вплоть до начала XX века. В числе не вошедших в публикацию из-за дурной сохранности скульптур имеется уникальное изображение синего трехглазого гневного Докшита, очевидно относящегося к чину Дхармапал. Он одет в нижний халат, оранжевый, расшитый золотом, с зеленой подкладкой, видной на отворотах, и синий с золотом верхний халат. На ногах Докшита мягкие туфли китайского покроя, а на голове золотая шапка, похожая на летнюю шапку киргизов, с той лишь разницей, что она украшена красными лентами на висках. Докшит сидит на нагом теле поверженного грешника, лицо которого выражает ужас и отчаяние. Подчеркнуто высокий нос и выпуклые глаза грешника обличают в нем европейца и резко контрастируют с монголоидностью защитника веры. Видно, это вариация образа Сангин-Хаир-хана, защитника справедливости. Сочетание деталей одежды дает основание для этнографической датировки. Не раньше начала XIV века и не позже 1912 года, когда после Китайской революции империя Цин распалась, а монголы и киргизы отделились от Китая. Наличие европейца, безбородого и горбоносого, явно не русского, обращает внимание к 1904 году, когда англо-индийская армия оккупировала Лхасу и оторвала Тибет от империи Цин. Тибетцы пытались защищаться, но их фитильные ружья против магазинных винтовок были бессильны. Похоже, что тогда была нужда в обращении к потустороннему защитнику, и, скорее всего, именно по этому поводу был создан странный образ, оказавшийся в нашей коллекции. Несмотря на то, что фигура была сделана грубо и эстетической ценности не имеет, отношение художника выразилось весьма определенно в подаче гримасы ужаса и отчаяния на окарикатуренном лице грешника. Тут невольно вспоминаются ранние наблюдения академика Владимирцева, утверждавшего, что ламаизм не окостенелый пережиток прошлого, а живое мировоззрение, развивающееся и поныне. Художественная культура агинского дацана не исчерпывается тибетскими влияниями. Храмовая завеса расписана фигурами совершенно иного стиля, в котором нетрудно увидеть струю реалистического экспрессионизма. Бодхисаттва, играющий на лютне в кумирне, трактован реалистически. Лицу придано выражение, руки в движении, но особенно характерно дерево, на котором строение коры показано теневыми пятнами. Это, несомненно, иное решение живописной задачи, нежели раскрашенная графика тибетской школы, лишенная глубины. В расположении гор вокруг кумирни замечается некоторый элемент перспективы. Колорит также иного типа. Краски нежнее, наблюдаются полутона. На другом полотне, где изображены атрибуты Лхамо, поражает своеобразие экспрессии в очертаниях фигур. Безразлично, находятся ли они в движении, как мул и як,
или в покое, как собака, баран и козел. Каждой морде придано индивидуальное выражение, а рисунок шкуры тигра прямо перекликается с японо-китайской манерой передачи тела хищника. Но и европейская, вернее русская культура наложила свой отпечаток на иконографию огинского дацана. От Европы ламы заимствовали не стиль, а технику, печать. Широкая терпимость буддизма – факт установленный. Интерес тибетцев к достижениям западной науки отмечен еще Петром Кузьмичем Козловым, которому в Тибете сообщили о подготовленном к печати переводе на тибетский язык сочинений Николая Михайловича Пржевальского. Поэтому заимствования такого рода не должны нас удивлять. Они лишний раз свидетельствуют, что тибето-монгольская культура не пережиток, а находилась в развитии и поэтому представляет интерес не только для историка или искусствоведа, но и для этнографа и востоковеда. Начало культуры. Раз мы уже решили сосредоточить внимание на исторических сюжетах буддийской иконографии, оставив в стороне догматику и мистику, то нам следует определить эпоху возникновения традиции, отраженной нашей коллекцией. Это непросто, так как надо еще условиться, что считать началом. История культуры, как и любой другой раздел истории человечества, имеет начало в то отдаленное время, когда предок человека превратился в человека. Дальше шло и будет идти неравномерное развитие. В этом вообще правильном, но слишком широком тезисе сама постановка вопроса о начале чего угодно бессмысленна, потому что немедленно возникает вопрос: а что было перед началом? Но если мы вдумаемся в проблему глубже и обратим внимание на отмеченную неравномерность развития, то вместо безликой эволюции перед нами предстанет сложная картина вздымающихся и затухающих волн творческой жизни. Эти волны проявляются не только в искусстве, но и в философии, социально-политической жизни, далеких путешествиях в неизвестные страны и кровавых столкновениях между народами. И сравнивая гребень с гребнем, спад со спадом, мы уловим второй ритм истории – прерывность, дискретность традиций. И тогда вопрос о начале культурной традиции приобретает глубокий смысл. Любая традиция развивающейся культуры – это не застывший факт, а диалектический процесс, который через отрицание отрицания приходит к своей противоположности. Но прошлое оставило нам только отдельные памятники, на основании которых мы и делаем наши заключения. Так что же все-таки считать за начало процесса? Известно, что любой процесс проходит инкубационную фазу, когда он для наблюдателя невидим и неощутим. Затем накопленная потенция переходит в кинетическую энергию развития. Этот момент фиксируется, но, как правило, некоторое время спустя. Однако он часто описывается и датируется с достаточной степенью точности. Значит, мы имеем возможность и право брать именно этот момент за исходную точку исследования. И еще. Обычно крупный исторический процесс связан не с индивидуальной деятельностью одного человека, как бы талантлив он ни был. Искомая причина неравномерности исторического развития в ту или иную эпоху прослеживается на большом пространстве и охватывает многие народы. Тот момент, который имеет касательство к нашей теме, произошел в VI веке до нашей эры в субтропической зоне Евразийского континента. В эту эпоху ряд стран, изолированных друг от друга, пережил подъем всех областей интеллектуальной жизни.
В Элладе появилась философия. Фалес Милецкий провозгласил основой жизни воду и заявил, что все полно демонов, то есть что мир — совокупность живых существ, а не костной материи, в которую лишь кое-где вкраплена жизнь. Гераклит Эфесский объявил основой мира вечно меняющуюся огненную сущность. Пифагор пошел еще дальше, положив в основу мировосприятия абстрактную категорию — число. В Иране творческая мысль обратилась к проблемам религии, и был провозглашен принцип антагонистического дуализма — светлый Ормузд против темного Аримана. Одновременно было запрещено поклонение древним божествам, девам, то есть привычному мировоззрению была объявлена война. В Китае, раздробленном на множество отдельных княжеств, ведших друг против друга истребительную войну, появился мудрец Конфуций 551-479 годы до нашей эры, моралист и писатель, неудачливый советник невежественных государей. Тяжела была его жизнь, но оставленное им учение определило дальнейшее развитие китайской мысли и культуры. Несколько опоздал родиться другой мудрец Китая Лао Цзы 480-400 годы до нашей эры, но и его можно отнести к плеяде авторов широких мировоззренческих концепций, переживших тысячелетия. Аналогичную ломку привычных архаических воззрений переживала Северная Индия. В VI веке до нашей эры была не только реформирована старая религия, принесенная воинственными ариями, но и возникли две новые философские концепции – джайнизм, религия без Бога, и буддизм, о котором пойдет речь. И, пожалуй, именно в Индии был этот подъем наиболее мощен. В несколько последующих столетий мировоззрение, а иногда и политическое господство индусов охватило не только Дравидский Декан и Сингальский Цейлон, но и Индокитайский полуостров, Яву, Суматру, Среднюю Азию и добралось до Китая. Теперь, окинув взглядом фон мирового интеллектуального перелома, мы можем сделать заключение, что появление философских концепций и переоформление древней мысли – часть закономерного исторического процесса общечеловеческого масштаба. Отметив это, перейдем к рассмотрению того, как сочеталась новая система идей с натуральными мировоззрениями народов Центральной Азии. Тема и вариации. По древней индийской легенде, в VI веке до нашей эры в Бенгалии, в маленьком княжестве Шакья, жил царевич Сиддхартха, которого воспитали в дворцовых садах, тщательно оберегая от всех неприятных эмоций. Однажды царевич решил погулять и, выйдя в город, увидел нищего, калеку и похороны. Так он узнал, что существуют в мире бедность, болезни и смерть, причем последняя постигнет и его самого. Это так поразило царевича, что он покинул дворец и отправился искать утешение у мудрецов. Однако ни одного из учений, проповедовавших в ту эпоху в Индии, его не удовлетворило. Тогда царевич создал собственное учение, заключавшееся в четком принципе: желание есть источник страдания и смерти. Отказавшись от желаний, избавишься от страданий и избежишь смерти. Но тут в сознании древнего индийца возникала трудность, для европейца или иранца неожиданная. В Индии учение о переселении души после смерти из одного тела в другое считалось аксиомой. Реальная смерть рассматривалась как переход к новой жизни, может быть несколько облегченной, а может быть куда более худшей, чем прожитая.
При этом имелась весьма неприятная возможность возродиться не в теле человека, а в теле животного или существа иных порядков, богов или демонов. Поэтому избавиться от жизни путем смерти было, по мнению индийцев, невозможно. Вот тогда-то приобрел практический смысл вопрос: что такое жизнь? Он был решен по тем временам исчерпывающе. Жизнь — постоянное движение с бесконечными перерождениями, обусловленное причинностью, которая называлась карма. По представлениям древнебуддийского учения, это движение сансара реально. По воззрениям позднего буддизма, 1 век нашей эры, оно иллюзорно. Но в обоих случаях оно неприятно, и его следует преодолеть и перейти к состоянию вечного покоя, нирване. Для этого только нужно ограничить себя необходимым для жизни минимумом, то есть одним плащом и одной чашкой для собирания милостыни, риса или овощей. Чтобы избежать желаний, члену общины запрещалось прикасаться к золоту, серебру и женщине. Новое учение привлекало довольно много последователей, и вокруг царственного монаха возникла община, которой оказывали покровительство влиятельные особы. Учителю было присвоено звание Будда, что означало «человек, достигший совершенства». Считалось, что после смерти он войдет в нирвану, где его уже ничто никогда не потревожит. Тогда к нему будет невозможно даже обратиться за помощью. Он не услышит. Пример учителя окрылил учеников. Не надеясь немедленно войти в нирвану, они вместе с тем упражняли себя до степени архата, святого, который мог, оставаясь человеком, творить чудеса, учить и оказывать помощь вступившим в общину. Архат мог после ряда перерождений достичь нирваны. Так была создана новая идеологическая система, которая впоследствии, претерпев много изменений, в конце концов превратилась в религию. Ранний буддизм на роль религии не претендовал. Он отрицал сотворение мира и, следовательно, наличие Творца. Буддист обязан был верить, первое, в Будду, то есть в просветленного человека, учителя. Второе, в закон, под которым понималась природно-духовная причинная связь явлений. Третье, в общину, коей он принадлежал и которая обеспечивала ему достижение нирваны. Путей же в нирвану было только два. Неделание, то есть самоуглубление, считалось коротким путем. И делание добрых дел для приобретения заслуги – путь долгий, но более легкий. Центр тяжести раннего буддизма лежал не в теории, а в практике. Итак, первоначальный буддизм был одной из индийских философских школ с ярко выраженной атеистической окраской и большого политического значения не имел. Этот тип буддизма называется хинаяной или малой колесницей, способом достижения нирваны. В 1 веке нашей эры этот первоначальный буддизм был преобразован Нагарджуной, который объявил, что проповедует более полное и совершенное учение Будды, добытое им у драконов, которым Будда также проповедовал, и даже более пространно, чем людям. Философский смысл новой секты Махаяны Большой Колесницы заключался в учении об иллюзорности мира. В новом учении центральное место вместо Будды и Архата занял Бодхисаттва, спаситель мира. Бодхисаттва есть существо, достигшее степени совершенства Будды, но еще не ставшая Буддой, из желания наставить страдающее человечество и помочь ему избавиться от мук рождения, жизни, смерти и новых перевоплощений.
Будучи выше Архата, остающегося просто человеком, и ниже Будды, находящегося вне пределов досягаемости, Бодхисаттва обладает одновременно и сверхчеловеческими качествами, и доступностью. В глазах масс Бодхисаттва становится главным объектом почитания и поклонения, занимая место туземных богов, изгоняемых буддизмом. Для понимания дальнейшего нужно учесть еще одно обстоятельство. В системе буддизма мир делится на две неравные части – монахи буддийской общины и все остальные. Солью земли признаются только монахи, так как они стали на путь, выводящий их из мира суетного сансары к вечному покою нирване. Монахи не должны работать и вообще действовать, так как действие есть порождение страсти и ведет к греху. Кормить, одевать и защищать монахов обязаны миряне, приобретающие тем самым заслугу, которая поможет им в следующем перевоплощении стать монахами и вступить на путь. Естественно, что чрезмерное увеличение общины монахов противоречило ее интересам, так как если бы все стали монахами, то кормить их было бы некому. Но эта опасность индийскому буддизму не грозила. Ни брамины, гордые своими знаниями и привилегиями, ни раджи, увлеченные роскошью, войнами и почестями, ни крестьяне, кормящие свои семьи и возделывающие поля, не стремились бросить все любимые занятия во имя пустоты, к которой должен стремиться буддийский монах. В буддийскую общину шли люди, не нашедшие себе места в жизни, люди неудовлетворенных страстей, не нашедшие применения для своей деятельной природы. Став буддистами, они отвергали жизнь, обидевшую их, и страсти, обманувшие их. Во имя провозглашенной пассивности они развивали бешеную активность, и, наконец, в этой роли они нашли себе применение. В 325 году до нашей эры в Индию вторглись войска Александра Македонского и разгромили армию славного и могучего царя Пора. Дальнейшее продвижение македонян натолкнулось на сопротивление индийского народа, поднятого браминами на священную войну с захватчиками. Испуганные и не без оснований македонские воины принудили своего царя к отступлению, которое оказалось своевременным. Ценой больших потерь македонская армия пробилась в Иран, но захваченные македонянами районы северо-западной Индии остались под контролем бактрийских наместников, вскоре ставших царями. В III веке до нашей эры греко-бактрийцы возобновили экспансию, но это вызвало мощный отпор и консолидацию доселе раздробленной Индии в империю династии Маурья, изгнавшую греков обратно в Бактрию. Чандрагупта, враг греков, основатель династии Маурья, 313 год до нашей эры, был по матери Шудра, человек низшей касты, выдвинувшийся благодаря своим военным талантам. Основанная им военная деспотия охватила всю Северную Индию. Однако жестокий режим скоро разочаровал массы народа, выдвинувшие Маурья. Внук Чандрагупты Ашока сообразил, что трон долго держаться на копьях не может. Военная деспотия встречала сопротивление в сепаратистских тенденциях местных радж Центральной Индии, браминов Бенгалии и племенных вождей Северо-Западной Индии. Для борьбы с ними Ашоке нужно было мощное идеологическое оружие, и таковым оказалось буддийское учение, отрицающее касты, роды и народы. А буддийская община охотно пошла на сближение с деспотом, обеспечившим ей покровительство. Но этим поступком монахи так скомпрометировали себя, что после развала империи Маурья
наступившего вслед за смертью Ашоки около 226 года до нашей эры, на буддистов было начато гонение, продолжавшееся до конца I века нашей эры. В эту эпоху северо-западную Индию завоевали кушаны, среднеазиатский народ, обитавший в бассейне Верхней Амударьи. Их также называют индоскифами. Оказавшись хозяином огромной, богатой, многолюдной страны, кушанский царь Канишка решил привлечь буддийских монахов как союзников для подавления завоеванных индусов. Тогда буддизм проник в Среднюю Азию, и на месте современных Бухары и Термеза возникли буддийские монастыри. Но после распада кушанской монархии на буддистов обрушился гнев народов, долго страдавших под игом Кушан. Тогда буддисты устремились в Китай. Третий расцвет буддизм пережил при узурпаторе Харшевардане, покорившем почти всю Северную Индию и создавшем эфемерную военную державу в VII веке нашей эры. Этот период в итоге закончился полным физическим истреблением буддийских монахов Северной Индии в VIII веке. Резкие перемены положения буддизма в Индии способствовали его распространению за пределами этой страны. Во время процветания буддизм распространился в областях, зависевших от индийских или индоскифских царей. В периоды гонений монахи разносили желтую веру в те края, где они могли пользоваться безопасностью. В первые века нашей эры буддисты проникают в Китай. В 350 году буддизм утверждается в Непале. Несколько раньше он широкой струей проходит через горные проходы Гиндукуша в Бактрию и завоевывает себе место в верованиях жителей Восточного Туркестана. Буддийские проповедники проникали даже к кочевникам современной Монголии, но там им не удалось создать общину. Китайский буддизм был в первое время столь активным, что, несмотря на явное недоброжелательство знати и народа, сумел к VII веку завоевать ведущее положение, последовательно поддерживая деспотов из варварских династий. И тут сказались его отрицательные стороны, определившие путь его упадка. Экстерриториальная буддийская община, в свою очередь, использовала деспотов в своих целях. А цель у буддистов была одна – перевести на малой или большой колеснице наибольшее количество людей в нирвану. Это означало, что лучшая часть общества должна была научиться пренебрегать мирскими заботами и исчезнуть из деятельной жизни без остатка. Действительно, исчезала наиболее искренняя, творческая, жертвенная часть общества, а оставался шлак и пепел, вследствие чего великие империи гибли. Именно поэтому даже в эпоху Тан, VII-X века, в период наибольшего распространения буддизма и расцвета буддийской культуры в Китае, эта доктрина все же оставалась модным заграничным учением, которое охватывало сначала небольшой круг интеллигентов, эстетов-чиновников, уставших от бесконечных дворцовых интриг. Это учение оправдывало их бегство на лоно природы, где в уединении они писали утонченные стихи, любили, сидя с удочками на берегу озер, ловить рыбу, а также пьянствовать в своих кельях с друзьями, которые приезжали к ним на время полечить издерганные интригами нервы. Но в основном нищие бритоголовые буддийские монахи-бикшу с проповедью отрешенности от мира, безбрачия и устремления в потусторонность были глубоко противны трезвому и рационалистическому практицизму конфуцианских грамотеев.
Буддийская проповедь казалась им бессмысленным бредом, способным при распространении потрясти основы государства, базировавшегося на семейных традициях собственности и власти. Конфуцианцев возмущала проповедь мистического учения о карме, согласно которому благоденствие и несчастье людей объяснялись заслугами или грехами в минувшем существовании. Они приводили в пример лепестки вишни, которые, будучи сорваны с веток ветром, падают то на одеяние красавиц, то в дорожную грязь по воле простого случая. Обещания райского блаженства и адских мук они считали сказками для детей и варваров. Надежде на лучшее по смертному существованию как стимулу совершенствования они противопоставляли этическую категорию долга перед государством. Веру в мощь Будд они называли суеверием и отказывались приносить им знаки уважения, рискуя карьерой, а подчас и жизнью. Но больше всего шокировало их то, что наиболее горячие, способные и нужные для государства люди удалялись в монастыри и предавались созерцанию, вместо того, чтобы на постах военных и гражданских чиновников крепить мощь Срединной империи, замышлявшей в VII-VIII веках покорение всей Азии. Поэтому буддийские монахи вынуждены были искать другие объекты для пропаганды. Они нашли их среди бедных инородцев, поселившихся в Китае, но постоянно обижаемых китайскими богатеями и чиновниками. Эти люди были склонны к мистике и нуждались в утешении. Но главными приверженцами буддизма оказались женщины без различия сословий. На женские деньги воздвигались великолепные храмы, полные кумиров и икон, с тысячами монахов и библиотеками буддийско-китайской литературы. Но постепенно менялось и само учение. В китайском буддизме концепция неделания достигла предела. Как белые облака и черные тучи равно закрывают небо, так добрые и злые поступки в равной мере препятствуют самосовершенствованию и мешают войти в нирвану, учил китайский философ VIII века. Но если так, то изучение буддийского учения тоже поступок, значит оно вредно, и ничему учиться не нужно. Так, путем логического развития идеи китайские буддисты пришли к проповеди полного невежества, но тем самым потеряли для правительства всякую ценность. Из их числа уже нельзя было получать интеллигентных чиновников, дипломатов, бюрократов, советников, а буддийские обители постепенно заполнялись бездельниками, стремившимися уклониться от налогов и повинностей под маской благочестия. В результате буддийская община разрасталась и впитывала в себя большую долю государственных доходов, не давая взамен ничего. Несомненно, это обстоятельство сыграло свою роль в падении Великой империи Тан наряду с прочими, еще более существенными причинами. Но важно, что при Танской династии буддизм в Китае одержал полную победу и поэтому не имел успеха в степи, отвергавшей все китайское. Падение династии Тан в 907 году повело к жестоким войнам, когда пьяные от крови наемные солдаты не щадили и буддийские монастыри. Когда же в 960 году Китай снова объединился под властью династии Сун, то буддийские монахи уже не могли восстановить утраченного влияния. Вплоть до завоевания Китая монголами, буддизм там был лишь терпим. Да и после, несмотря на покровительство великих ханов, буддийская община в Китае была как бы экстерриториальным элементом. Еще в начале XX века китаец в случае нужды в удаче обращался одновременно в буддийский монастырь,
католическую церковь и даосскую кумирню, надеясь, что чья-нибудь молитва поможет обрести успех. Само собой понятно, что такое отношение к религии не может рассматриваться как серьезное. Однако оно указывает на высокий уровень суеверия, которое больше относится к этнографии, чем к истории культуры. Зато совершенно по-иному сложились судьбы буддийского учения в суровых горах Тибета, населенных самым свирепым и воинственным народом Азии. Казалось бы, здесь проповедь абстрактных доктрин милосердия, сострадания и отшельничества не могла иметь ни малейшего успеха. Однако в течение тысячи лет именно Тибет был цитаделью буддийского мироощущения и буддийской культуры. И надо отметить, что обращение тибетцев встретило, пожалуй, наибольшее затруднение. Именно в Тибете буддизм, проповедовавшийся там с VII века, встретил такое сопротивление, перед которым трижды отступал, и лишь в IV раз, уже в XI веке, достиг твердых успехов. Поскольку традиции изучаемого нами искусства связаны с Тибетом, то обратим внимание на эту страну. У истоков истории. Каждый народ, имеющий память о прошлом, отмечает начало начал или время своего возникновения. Чаще всего первая дата истории облекается в причудливые одежды легенды. Волчица вскармливает Рамула и Рема. Новгородец Гостомысл приглашает Рюрика княжить и владеть нами. Лань зачинает от волка предка монголов и так далее. Тибетцы объявили своим предкам обезьяну. Конечно, это была непростая обезьяна. На выручку легендарной гипотезе этногенеза пришла концепция переселения душ, широко распространенная в Индии и Китае. Согласно этой доктрине, живое существо в процессе совершенствования многократно перерождается то в бога или асура, то в голодного демона Прета, иногда в человека, но менее часто в зверя. Вообще считается, что быть человеком лучше всего, потому что он больше всех других существ способен к самосовершенствованию, и, следовательно, путь в нирвану, состояние полного покоя и бесстрастия, идет через человеческое существование как необходимую ступень. Но и животное путем праведной жизни может стать сначала человеком, потом святым архатом, потом бодхисаттвой и, наконец, Буддой. Таким святым зверем древние тибетцы сочли обезьяну-самца, который, очевидно, еще в добуддийские времена был тотемом их предков, обитавших на склонах Гималаев. И что самое любопытное, в мифе содержится зерно истины. Ибо легче просто исказить полузабытый факт, чем придумать фантасмагорию на пустом месте. Поэтому не пожалеем времени и сил, чтобы узнать, кто же был предок тибетского народа, святой и мудрый царь обезьян. У бодхисаттвы Авалокитешвары была учеником обезьяна, которая научилась показывать разные чудеса. Затем Авалокитешвара отправил эту обезьяну в Тибет заниматься созерцанием. Так она совершенствовалась и стала бодхисаттвой. Как-то раз его заметила горная ведьма и воспылала к нему страстью. Приняв облик женщины, она пришла к нему и сказала: «Мы должны стать мужем и женой». Бодхисаттва ответил: «Я ученик святого Авалокитешвары, и если стану твоим мужем, то нарушу свой обет». Горная ведьма на это заявила: «Если ты не станешь моим мужем, то я покончу с собой», и легла рядом с бодхисаттвой. Царь обезьян устоял от искушения, и тогда ведьма поднялась с ложа и спела ему такую песню. «О обезьяний царь,
услышь меня, молю. По силе злой судьбы я бес, но я тебя люблю. И страстью сожжена, теперь к тебе стремлюсь. Со мной не ляжешь ты, я с демоном сольюсь. По 10 000 душ мы будем убивать. Мы будем жрать тела, и будем кровь лизать, и породим детей жестоких, словно мы. Они войдут в Тибет, и в царстве снежной тьмы у этих бесов злых возникнут города, и души всех людей пожрут они тогда. Подумай обо мне и милосерден будь, ведь я люблю тебя, приди ко мне на грудь. Не зная, как быть и что предпринять, Бодхисаттва отправился к Авалокитешваре и сказал: «Защитник всех живых, любви и блага свет, я должен соблюдать монашеский обет. Увы, бесовка вдруг возжаждала меня, мне причиняет боль, тоскуя из теня, и крутится вокруг, и рушит мой обет. Источник доброты, подумай, дай совет». Авалокитешвара подумал и дал глубокомысленный совет: «Будь мужем горной ведьмы». А богини Тонир и Тара закричали с неба: «Это очень хорошо, даже очень хорошо. Царь обезьян и ведьма стали мужем и женой». От этого брака у них родилось 6 очень непохожих друг на друга обезьян. Одна была похожа на зверя, безобразная, с повадками животного, а другая была похожа на человека, неспособная к серьезному знанию, слабоумная. Третья была похожа на небожителя, с большой и благородной душой и так далее. Эти обезьяны лазили по деревьям и питались плодами. Через 3 года они сильно размножились, плодов не стало хватать, а так как другой еды не было, то начали сильно голодать. Родители не кормили их, так как были заняты своими делами, и обезьяны, озверевшие от голода, стали вопить: «Папа и мама, что же нам есть?» Расстроенный царь обезьян отправился к своему учителю и сказал ему: «Не знал я про разврат, не ведал про любовь, не думал я, что бес меня обманет вновь. И вот сижу в грязи средь сонмища детей, наполнен ядом плод, возникший из страстей. Греша по доброте, я был обманут тут. Мне вяжет руки страсть, страдания гнетут, жестокая судьба и мук духовных яд, и боли злой гора всегда меня томят. Источник доброты, ты должен научить, что надо делать мне, чтоб дети стали жить. Сейчас они всегда как прета голодны, а после смерти в ад не зринуться должны. Что делать, о святой, скажи, скажи скорей, и милосердия дар пролей, пролей, пролей». Авалокитешвара ответил: «Твоему роду я окажу покровительство». Он встал, взял с горы Сумеру семена ячменя, пшеницы, кукурузы, бобовых и бросил это на землю. Спустя положенное время вырос богатый урожай, который и пошел в пищу этих обезьян. Постепенно, под влиянием, надо полагать, питания и внешней среды, у них стала укорачиваться шерсть и атрофироваться хвосты. Они стали мерзнуть, и им пришлось делать себе одежду из листьев деревьев. Так вот, говорит тибетский автор, люди Тибета произошли от отца обезьяны и мамы ведьмы, и, соответственно, делятся на 2 категории. Те, которые в папу Бодхисаттву с большой душой, очень милосердные и очень добродетельные, не ругаются и хорошо владеют речью. Те, которые в маму-ведьму, очень страстные и очень завистливые, любят торговлю и барыш, велик у них дух соперничества, они с большими претензиями,
очень любят смеяться и хихикать, сильные телом и смелые сердцем. Они совершенно не соображают, когда что-нибудь делают. Когда слышат о недостатках других людей, то радуются. Но царь обезьян получил за свой подвиг духовную награду. Он превратился в бодхисаттву мудрости, Манджушри. Необходимо отметить, что серьезные тибетские ученые относились к этому мифу, являвшемуся частью официальной идеологии, с плохо скрываемым скептицизмом или же просто игнорировали его. Известный историк XIII века Бустон только упоминает о существовании такого предания, не вдаваясь в подробности. Но зато он полностью приводит теорию об индийском происхождении тибетцев. Его сведения основываются на комментарии к древнему буддийскому гимну начала нашей эры. Во время сражения царь по имени Рупати вместе со своим войском, поступив как женщина, бежал. И вошли они в снежные горы. Согласно сочинению Найпай-Риг, место это теперь известно под названием Тибет. Событие, о котором говорится в этом отрывке, имело место очень приблизительно лет за 500 до нашей эры. У других историков легенда о царе обезьян иногда вообще не упоминается. Легенды, мифы и предания, связанные в первую очередь с культами бодхисаттв Авалокитешвары и Манджушри, являлись составной частью господствовавшей в Тибете официальной идеологии и использовались тибетскими правителями в интересах светской и духовной власти. Однако любопытна попытка тибетского автора дать научное объяснение появлению у людей морали и этики, поставив их в зависимость от плохой или хорошей наследственности. Еще более важной стороной этих легенд является то, что в них отразилась идея этногенеза. Предки тибетского народа были смешанного и весьма сложного происхождения. Под демонами-людоедами, видимо, следует понимать автохтонное население тибетского плоскогорья, которому не было чуждо людоедство, что подтверждается также рассказами Геродота о племенах на северо-востоке Индии. Вместе с тем с запада на территорию Тибета переселялись индоевропейские племена, которые смешивались с местным гималайским населением. Впоследствии это население было ассимилировано племенами, пришедшими с востока, усвоившими местные обычаи, предания, а также религию, известную под названием Бон, с которой учение буддизма выдержало долгую и упорную борьбу. В кровавых столкновениях и жестоких гонениях, перед которыми меркнут ужасы Варфоломеевской ночи, выковалась та культура Центральной Азии, которая кажется нам образцом спокойствия и бесстрастия. Но заглянем в историю самого Бона. Откуда он взялся? Бон. Когда в середине VII века по приглашению тибетского владыки Сронцангампо в Тибет явились из Индии буддийские монахи, то они столкнулись там не с первобытным язычеством, почитанием сил природы, не с шаманизмом, практикой вызывания духов, и даже не с культом мертвых предков, а с продуманной, теоретически отработанной религиозной системой, носившей название Бон. Несмотря на активную поддержку центральной власти, буддистам пришлось выдержать тысячелетнюю борьбу, в результате которой им все же не удалось достигнуть полной победы. До сих пор в Тибете, наряду с желтой верой-ламаизмом, существует и учение черной веры Бон, с той лишь разницей, что борьба между этими религиями больше не влечет за собой ни гекатомб из человеческих тел, ни потоков крови.
Однако все это имело место в первые века проникновения буддизма в Тибет, 7-11 века. Политические формы этой борьбы были связаны с соперничеством между монархом и аристократией, но это не исчерпывает проблемы. В самом деле, социальная борьба не всегда предполагает наличие разных идеологических систем. Так, например, во Франции члены Лиги общественного блага были такими же хорошими католиками, как и король Людовик XI, а греческие базилевсы, низложенные греческой аристократией полисов, почитали тех же олимпийских богов, что и их противники. В Тибете идеологическая борьба накладывалась на социальную, и это придавало историческим коллизиям небывалую остроту. Для того, чтобы привлечь на свою сторону те или иные слои тибетского народа, религиозная система должна отвечать принятым этнографическим представлениям и настолько резко отличаться от соперничающей системы, чтобы массы могли ощущать это различие непосредственно, без сложных теологических разъяснений. В чем же было различие буддизма и Бона? Если судить по сохранившимся до наших дней материалам, то мифологическая система в этих обеих религиях имеет много общих черт. Этика обща для всех теистических систем. Рекомендуется делать добро, устраняться от зла, проповедовать истину и тому подобное. Иконография тибетского буддизма и Бона почти неотличима, за исключением направления лучей символа солнца – свастики. В процессе истории возникают новое учение Бона, компромиссное по отношению к буддизму, и ранний буддийский тантризм, в котором стирались внешние различия между доктриной великого спокойствия и обычаями ею завоеванной горной страны. Так все-таки почему же не возникло слияние этих религий? Очевидно, наряду с чертами сходства имели место элементы различия настолько существенные, что именно они определили ход истории культуры Тибета. Наша задача в том, чтобы отыскать их и объяснить причины несовместимости обоих мировоззрений. Начнем с наиболее изученного, то есть с буддизма. Буддизм, как известно, не является связью человека с Богом, потому что он отрицает Бога, а точнее, относится к этой проблеме с абсолютным равнодушием. Буддизм также и не средство спасения души, бессмертия которой он, в общем-то, не признает. Целью буддизма является спасение избранных, то есть монахов, ставших на путь, а мирянам, сочувствующим буддийской доктрине, за помощь и милостыню буддийской общине монахов предлагается утешение и возможность хорошего перерождения, с тем, чтобы в одной из последующих жизней спустя миллионы лет достичь нирваны. Тибетских горцев такая перспектива не устраивала. Буддистам не удавалось заполучить в свою среду ни одного тибетского монаха. Вся община состояла из иностранцев, индийцев, китайцев, хатанцев, но под покровительством монарха она удерживала ведущее положение. Для того, чтобы обеспечить себе покровительство светской власти, было создано учение о дхармапалах, хранителях веры, жертвующих своей душой ради торжества закона. Согласно буддийскому догмату, убийца ни при каких обстоятельствах не мог войти в нирвану, а убивать врагов буддизма было необходимо. И тогда была предложена концепция, согласно которой человек, жертвовавший своим будущим блаженством ради сегодняшней победы, достоин поклонения и почитания наряду с совершеннейшими из людей, бодхисаттвами.
Следовательно, ему разрешалось в этой жизни и пролитие крови, и общение с женщинами, и роскошь, лишь бы он, охранив от врагов закон, дал возможность своим современникам беспрепятственно вступить на путь. Не исключалась возможность специального воплощения аватара доброго бодхисаттвы в гневной ипостаси, специально для борьбы с врагами веры. Так, например, весьма популярный быкоголовый Ямантака, убивающий смерть, был воплощением бодхисаттвы мудрости Манджушри, и его же воплощением был тибетский монарх Тисрон Децан, 8 век нашей эры, которого никто не обвинял в мягкости. Но при всем этом надо помнить, что нигде и никогда буддисты-махаянисты не отступали от своего основного тезиса об иллюзорности видимого мира, хотя разные школы и расходились по этому вопросу в деталях. В аспекте этики это означало, что любовь к миру является самым большим препятствием для достижения цели нирваны. Эта характерная особенность буддизма отличала его от теистических систем христианства, ислама и веданты. Не эта ли разница в таком кардинальном вопросе была причиной абсолютного несходства буддизма и Бона, а тем самым и причиной обострения кровопролитной социальной борьбы, которая в IX веке не позволила Тибету стать гегемоном Центральной Азии. Но теперь нам придется обратиться уже не к легендам, а к недостоверной древней истории, сохранившейся в многочисленных текстах священных книг религии Бон. Большая часть их уже в средние века была непонятна самим тибетцам, но историк, располагающий сравнительным методом, может распознать в мертвых фразах смысл, некогда оживлявший их. Согласно древней традиции, учение Бон было принесено в Тибет из страны Такзик. В средние века так называли рабов, но в применении средневековых названий к древности под этим этнонимом понимались персы. Родиной Бона считалась страна Олмо, расшифрованная нами как Элам. В результате кропотливого анализа текстов, исторической географии и сравнительной истории древних религий оказалось возможным восстановить историю религии Бон и имя божества, которым оказался хорошо известный Митра, соперник Ормузда, Юпитера и Христа. История Бона началась в VI веке до нашей эры одновременно с проповедью Заратуштры о вечной войне Ормузда добра и Аримана зла. Эламец Шенраб, проповедовавший религию света и правды, встретил сопротивление со стороны сторонников Заратуштры, также распространявших свои взгляды и причинивших ему при помощи царя Ксеркса большие неприятности. Ксеркс, называемый тибетцами Шрихарша, древнеперсидская Хшаярша, запретил почитание всех богов, кроме Ормузда. В числе прочих пострадал и бог Шенраба древний Митра, последователи которого рассеялись по окраинам персидской державы, на западе вплоть до Рима, на востоке вплоть до Тибета. Римский митраизм, побежденный христианством, принадлежит истории, но тибетский под названием Бон существует до нашего времени. Его не смог сломить даже натиск буддизма, так как воинственные горцы предпочитали оптимистическую религию обожествленной природы, предписывающие верность слову, самопожертвование и любовь к миру, непонятной для них философии мудрецов Индии и Китая. В ответ на уверение, что вокруг них нет ни природы, ни людей, и все, что они видят и любят, только иллюзия,
А знания, получаемые путем опыта самообман, они отвечали: «Не слушай болтовню буддистов, твое сердце подскажет тебе, где черное, а где белое». А о том, что они считали белым, то есть хорошим, гласит боннский гимн. «Будь вечным небо сапфир, пусть желтое солнце мир наполнит светом своим, оранжево-золотым, да будут ночи полны жемчужным блеском луны. Пускай от звезд и планет спускается тихий свет, и радуги окоем сияет синим огнем. Пусть в небе мчатся ветра, пусть поет дождь океан, да будет вечная земля, родительница добра. Здесь так зелены поля, так много прекрасных стран». Как видно из содержания и интонации текста, эта концепция перекликается с наиболее мужественными и жизнеутверждающими настроениями, свойственными человечеству во все века, в том числе и в наше время. Последователи Бонна прошли через эпохи жестоких гонений, за 2000 лет повторявшихся неоднократно, и пронесли для нас традицию древней науки, благодаря которой освещены многие темные моменты истории и разоблачены очень вредные предрассудки. Теперь можно надеяться, что никто не станет искать в Тибете мистические тайны и верить в сверхъестественные силы черной магии. История Тибета и Центральной Азии перестала быть экзотикой и стала наукой. Исследователи древности часто путают слова. В разных странах одни и те же предметы часто получают различные, иногда нарицательные наименования. Так и в Тибете иранское божество Митра стало называться тибетским понятным народу словом, сохранившимся в священных книгах Бонна – Кунтузангпо, буквально «всеблагой». Но так как ничто не может, по мнению бонцев, появиться на свет без отца и матери, то рядом с этим божеством существует богиня, выступающая то как нежная великая мать милосердия и любви, то как гневная славная царица трех миров, управляющая всем миром, включая Китай, Тибет, Шангшунг и Ли-Хатан. Эта богиня почитается даже больше, чем ее муж, так как ее сила связана с землей, вследствие чего она в Западном Тибете называется Земля-Мать. Согласно боннской космологии, мир устроен из трех сфер: небесная область богов белого цвета, земная область людей красного цвета и нижний мир водяных духов синего цвета. Мистическое мировое дерево прорастает сквозь все три сферы и является путем, по которому миры сносятся между собой. По одной из боннских версий, в этом мире, в котором не было ни формы, ни реальности, появился чудесный человек, который стал называться «Сотворенный владыка сущего». Тогда еще не было времен года. Сами собой росли леса, но не было животных. Затем возникли белый свет и свет черный, после чего появился черный человек, олицетворение зла, создатель раздоров и войн. Но одновременно появился и белый человек, окруженный светом, которого называют тот, кто любит все сущее. Он дает тепло солнцу, приказывает звездам, создает законы природы и тому подобное. Тибетцы знают много сортов демонов, весьма разнящихся между собой. Это лха, небожители, добрые духи белого цвета, большей частью мужчины. Они животворны, хотя бог войны Далха яростен и силен, как величайший бес. Мелкие духи этого сорта используются как защитники ламаизма.
Землю населяют злые духи Цан, мужчины красного цвета. Обычно это мстящий дух жреца, недовольного своей смертью. Обитают они преимущественно в окрестностях храмов. Главные враги людей — демоны Дут, Мара, в большинстве мужчины черного цвета и очень злобные. Самые злые из них — Д или Ла-Д, мужчины и женщины. Прочие духи значительно уступают по силе и размаху вышеописанным. Аналогичная система демонологии, хоть и не столь развитая, отмечена по всей Северной Евразии. Это роднит между собой мировоззрение азиатских кочевников, несмотря на то, что они исповедуют разные религии. Ведь демоны не являются объектом поклонения. От них нужно только защищаться. Поскольку это обстоятельство не учитывалось многими этнографами, ставившими знак равенства между верованием и религией, то молчаливо бытовала концепция, согласно которой Бон — это тибетская разновидность шаманизма. Тут произошло смешение понятий. Шаманизм — практика экстаза с натурфилософской основой, а Бон — религия. Оба понятия несоизмеримы. На Западе митраисты приносили в жертву быка. Жрецы тибетской религии Бон ежегодно справляли малую магическую мистерию, а раз в 3 года — большую. На малую мистерию собирались государственные чины, чтобы принести клятву верности. Жертвенным животным, овцам, собакам и обезьянам ломали ноги, выпарывали внутренности и затем рассекали их на части. Колдуны призывали богов неба и земли, гор и рек, солнца, луны, звезд и полей, говоря: «Если ваши сердца будут изменчивы и ваши мысли враждебны, боги ясно увидят это и поступят с вами, как с этими овцами и собаками». Большая мистерия происходила раз в 3 года на алтаре ночью в присутствии всего народа. В жертву приносились люди, кони, быки и ослы, после чего жрец провозглашал: «Вы все единым помышлением и единым устремлением лелейте нашу родную страну. Боги неба и духи земли проникнут в ваши мысли, и если вы нарушите клятву, они рассекут ваши тела, подобно телам этих жертв». Аналогичные обряды и жертвоприношения происходили в митриумах, святилищах Митры в Римской империи. Зародившись на равнинах Средней Азии среди кочевых арийских племен, митраизм был воспринят такими же арийскими кочевниками, населявшими страну Шангшунг, находившуюся в северо-западном Тибете. От шангшунгцев эту веру переняли оседлые тибетцы, обитавшие в долине Брахмапутры. Здесь Бон стал официальной религией, с культом, клиром, проповедью и влиянием на государственные дела. Из Тибета Бон распространился в Центральную Азию и, выдержав жестокую борьбу с буддизмом, сохранил свои позиции в Тибете до XX века. Тождество митраизма и Бона установлено нами в специальной работе, равно как и сходство того и другого с религией монголов. Поэтому ограничимся несколькими примерами. Среди многих гимнов Митре в Авесте есть важный текст. Ахура Мазда Ормузд обратился к Спитама Заратуштре, говоря: «Поистине, когда я сотворил Митру, владыку обширных пастбищ, о Спитама, я сотворил его столь же достойным жертвоприношений и молитв, как и я сам, Ахура Мазда. Злодей, который солжет Митре или нарушит договор, навлечет смерть на всю страну, причинит миру такое же зло,
как 100 грешников. Оспитама, не нарушай договора ни с верующими, ни с неверующими, так как Митра и для верных, и для неверных. Древний Митра, гений небесного света, почитался наравне с Ахура Маздой, и Дарий Гистасп отвел одинаково почетные места эмблемам Ормузда и Митры на стенах своей усыпальницы, 486 год до нашей эры. Иногда Митра считается божеством, совмещающим мужской и женский пол. На некоторых митраистских памятниках встречаются символы бога и богини. На многих барельефах Митра закалывает быка или барана, что указывает на связь культа с жертвоприношениями. Но главные культовые действия совершались тайно. Ксеркс специальным указом запретил почитание девов в своей империи, но Митра и богиня Анахита были исключены из числа гонимых богов и упомянуты в надписи Артаксеркса как союзники Ахура Мазды. Однако культ Митры в Иране был вытеснен почитанием Амеша-спентов, божественных помощников Ормузда, и впоследствии Митра выступает как самостоятельное божество, находящееся посередине между Ормуздом и Ариманом. Значение культа Митры в Иране заметно снизилось, а расхождения его с зороастризмом обострились. Зато в Малой Азии культ Митры расцвел. Ему поклонялся Митридат Евпатор, его чтили киликийские пираты, культ Митры заимствовали римские солдаты, а потом солдатские императоры, например, Аврелиан, Диоклетиан, Юлиан Отступник, а в Иране Бахрам Чубин, поклоняющийся Михру Мятежник, как его называл христианский автор VII века. Западный митраизм, поклонение непобедимому солнцу, не выдержал соперничества с христианством и исламом и бесследно исчез. Зато на Востоке митраизм сохранился у эфталитов, где поборником его выступил царь Михеракула, борец против буддизма. Царство эфталитов в начале VI века включало в себя Дардистан в Западном Тибете. Поэтому культурное общение между эфталитами и страной Шангшунг было легким и даже неизбежным. Согласно основному тезису митраизма, небо вместе со своей супругой Землей правит всеми другими богами, порожденными этим основным двуединым божеством. Но не только культовые детали, и не столько они определяют близость учений митраизма и Бона. Восточный митраизм, сохранивший архаичные черты, не сделался, подобно западному, религией победы или военного успеха, а остался учением борьбы за правду и верность. Он не превратился, как в Риме, в непобедимое солнце, а сохранил свою космическую природу, где солнце было только глаз Митры, а сам же он божество, жрец белый свет. Врагами восточного Митры, как и бонского белого света, были ложь, обман и предательство, причем под последним понималось злоупотребление доверием. Именно эта догматическая и одновременно психологическая черта роднит митраизм с религией Бон и ответвлениями Бона у древних монголов. И, наконец, последний вопрос. Почему митраизм так не ладил с буддизмом, хотя довольно спокойно позволил поглотить себя христианству и исламу? Общее в буддизме и Боне митраизме указание верующим делать добрые дела и стремиться к самосовершенствованию. Но понимание добра и цели, ради которой следует совершенствоваться, диаметрально противоположны.
Буддисты считают добром либо неделание, либо пропаганду своего учения, которое в конечном счете ведет к тому же неделанию ради полного исчезновения из жизни. Митраисты, наоборот, предписывают борьбу за правду и справедливость, то есть военные подвиги. А во время войны отшельники рассматриваются как дезертиры. С точки зрения буддиста мир – обитель мучений, из которой надо бежать. Прекращение процесса восстановления жизни, то есть безбрачия, обязательное условие спасения. В митраизме Митра – хозяин обширных полей, которым он дает плодородие. Он дает прирост поголовья скота. Он также дает тем, кто честен, здоровье, изобилие и богатство. Он тот, кто раздает не только материальные, но и духовные блага. Короче говоря, митраизм – жизнеутверждающая система. Но если так, то проповедь борьбы с жизнью, утверждение, что прекрасный мир, окружающий нас, иллюзия майя, что полное безделье – самое подходящее занятие для талантливого человека и что лучшее средство для торжества добра – непротивление злу, все это представлялось митраистам-бонцам чудовищной ложью. А с ложью надо было бороться. Так предписывал их закон. Вот почему буддизм встретил такое яростное сопротивление в Тибете и Монголии. Буддизм победил, да и то не полностью, только тогда, когда внутренние войны унесли самую деятельную часть народа, а у оставшихся уже не было ни сил, ни желания противостоять новому учению, которое сулило мир и призывало выйти из этого жестокого мира страданий. Посмотрим, как это произошло. Черное и желтое. На заре истории Тибет не только не был объединен в единое государство, но даже не был заселен одним народом. На западе, на берегах верховий Инда, высились замки дардов и монов арийских племен, близких к индийцам. Северное Нагорье называлось Шангшунг. Там бродили и охотились племена, близкие к сакам. Население было крайне редким из-за тяжелых природных условий, поэтому Шангшунг большой силы не представлял. На северо-востоке, в области Амдо, жили воинственные горцы-кочевники, нголоки, банаги и другие. Они долго и успешно воевали против Китая, стремившегося их подчинить. Эта война поглотила все их силы, и объединение Тибета выпало на долю их соплеменников, заселивших долину великой реки Брахмапутры, называемой тибетцами Цангпо. Здесь в начале нашей эры создалось первичное государство, управляемое советом племенных вождей, жрецами религии Бон и царем, целиком зависевшим от племенных вождей и жрецов. Это правительство возглавляло вооруженный народ и подчиняло соседние племена, так как только победоносная война кормила армию, и только армия держала у власти правительство. Государство пухло, как снежный ком, ибо оно не могло остановиться в своем расширении. К середине VII века империя охватывала весь Тибет, Непал, Бутан, Ассам и соприкоснулась с Китайской империей. Но этот процесс, как всякий диалектический, имел свою оборотную сторону. В армию и в страну вливались новые этнические элементы, которые соглашались принять участие в государственных заботах и получить соответствующую долю государственных благ. Однако уже сформированная знать не склонна была делиться своим положением и выгодами, вытекающими отсюда. Антагонизм должен был возникнуть неминуемо, и он возник,
выдвинув на первое место Сронцан-Гамбо, потомка длинного ряда бессильных царей. Сронцан-Гамбо родился в 613 году и в 629 вступил на престол. Согласно китайским анналам, он был человек отважный и с великими способностями. Соответственно, своему положению он оказался во главе победоносной армии, разгромившей Тогон, Непал и Китай. Победы свои он закрепил браками на непальской царевне в 639 году и на китайской княжне в 641 году. Этим дамам приписывается обращение воинственного царя в буддизм, и надо признать эту версию вероятной. В отличие от своих предков, Сронцан-Гампо не пожелал оставаться пешкой в руках вельмож. 8 из них он убил собственной рукой, когда они начали ему противоречить. Но справиться со жрецами религии Бон ему было не под силу. Для этого нужна была посторонняя помощь, и он обрел ее в лице буддийских монахов, явившихся в свите цариц из Индии и Китая. В лице буддийских монахов Сронцан-Гампо получил то, что ему было нужно. Эти люди не боялись духов, значит, они были сильнее их. Они принесли исписанные свитки с заклинаниями более мощными, чем ночные вещания бонских колдунов. Эти монахи были в чести у китайского императора всемогущего Тайцзуна и у индийского победоносного царя Харши-Варданы, самодержавных государей, не зависящих от своих подданных. Сронцан-Гампо решил, что он получил средство уподобиться этим царям, и к тому же весьма дешевое средство, так как монахи-аскеты не требовали особых расходов на содержание. Как люди бывалые и образованные, они могли быть использованы для нужд вновь возникшей военной деспотии. Вместе с тем они не были связаны с крамольными вельможами и вполне зависели от царской милости. Сронцан-Гампо обратился в буддизм. Обращение царя означало мир и союз с Китаем и Непалом. Во внутренней политике оно ознаменовалось глубокими реформами. Были посланы 2 посольства в Индию за священными книгами, из которых одно пропало без вести, а второе, руководимое Тонми Сампхота, вернулось с рукописями и выработанным алфавитом, после чего начался интенсивный перевод буддийских книг на тибетский язык. В Лхасе были построены великолепные храмы. Желая приохотить своих подданных к мирной жизни, Сронцан-Гампо испросил в Китае шелковичных червей для развода и мастеров для делания вина и для строения мельниц. Наконец, Сронцан-Гампо был объявлен перерождением Авалокитешвары, Бодхисаттвы милосердия, который, сострадая человечеству, уронил 2 слезинки. Из слезы правого глаза образовалась белая тара, тара милосердия, а из левой зеленая тара, борющаяся со злом. Перерождениями этих божественных заступниц были объявлены жены царя, китайская княжна и непальская царевна. Таким образом, Сронцан-Гампо обосновал свои права на неограниченную власть, ибо защитник веры приравнен по чину к Бодхисаттве, а этого было достаточно, чтобы стать знаменем монархического движения, которое поддерживали народные массы, как обычно настроенные против знати. Но и они быстро разочаровались в буддизме. Аристократическая бонская оппозиция не дремала. Подданные начали поносить царя. Царь слышал, но тем не менее предписал религиозный закон для соблюдения 10 добрых дел. Недовольство вельмож вполне понятно, но недовольство народа следует объяснить. Действительно, буддийские монахи сами по себе стоили недорого,
но для соблюдения культа нужно было воздвигать кумирни, отливать изображения бодхисаттв, покупать и привозить издалека рукописи и иконы. Все это ложилось на плечи населения. Вместо походов, приносивших добычу и славу, предлагалось сидеть в пещерах на постной пище и спасать душу, губя тело. Поэтому понятно, что Сронзан Гампо умер или был лишен престола в 650 году, не оставив наследника сына. Считается, что престол перешел к его внуку, но фактически у власти оказалась аристократия, возобновившая войну с Китаем и Индией. Война была успешной. Тибетские войска захватили участок Великого караванного пути, по которому шла торговля между Китаем и Европой, и подчинили себе Восточный Туркестан. Однако династия не была упразднена, она просто лишилась фактической власти, а когда престол унаследовал малолетний Тисрон-де-Цан, правительство возглавили вельможи Мажан и Такралукон, непримиримые враги буддизма. Царь, хотя сам был верующий, ничего не мог поделать, так как его министр был слишком могуществен, говорит тибетская хроника буддийского направления. Мажан выслал на родину китайских и непальских монахов, препятствовал распространению буддийской литературы и разрушил 2 храма, сооруженных в предыдущее царствование. Великая кумирня Лавран была превращена в бойню. Видимо, в это время совершилась реформа Бона, который преобразовался по образу и подобию буддизма. Выходцы из припамирских стран, призванные на место китайцев, хатанцев и индусов, составили канон из 2 разделов. В одном было 140, а в другом 160 томов. Этой реформой Бон настолько укрепил свое положение, что сам Тисрон-де-Цан в одном из указов признал полное поражение буддизма. Даже политические противники Мажана, тибетские сановники, соперничавшие с ним в борьбе за власть и поэтому поддержавшие царя и буддизм, оказались бессильными перед союзом аристократии и Черной Церкви, как образно называлась религия Бон. Монарх оказал помощь своим сторонникам лишь тем, что выслал их на окраину Тибета, где Мажан не смог лишить их жизни. В Центральном Тибете не существовало ни одного монастыря, и как народ, так и царь были равно невежественны в законе Будды. Мажан допустил только одну ошибку. Он счел дело буддизма безнадежным, тогда как безнадежных положений в истории не бывает. Его враги, лишенные власти и реальной силы, обратились к тактике придворного заговора. Это были люди смелые, и убить человека им ничего не стоило. Но буддийское учение категорически запрещает убийство. Нарушив религиозный запрет, заговорщики скомпрометировали бы свою доктрину и тем самым обрекли бы свое дело на провал. Но они нашли выход. Заманив Мажана в подземную гробницу-пещеру, они закрыли выход из нее. При этом, полагали они, Мажана никто не убивал, он умер сам. Надо думать, что такой софизм не мог убедить никого, кроме самих убийц. Поэтому для народа была придумана версия, что министр услышал божественный голос, приказывающий ему войти в гробницу, чтобы оберегать царя от несчастий, а дверь замкнулась сама. Переворот удался полностью. Друзья Мажана были отправлены в ссылку в пустыне Северного Тибета, а буддийские проповедники возвращены в столицу. История превращается в легенду. Победа буддийской партии при дворе отнюдь не означала обращение тибетцев в буддизм. Более того, возникла необходимость не только скрыть преступление, что оказалось невозможным,
но и оправдать его в глазах народа. Тогда возникла, вернее, была специально создана трогательная легенда о Яме и Ямантаке, или о смерти и убивающем смерть. Некогда был отшельник, очень святой, жил он в пещере, и там предавался глубокому созерцанию, чтобы через 50 лет войти в нирвану. Однажды ночью с 49-го года, 11-го месяца 29-го дня, два разбойника вошли в пещеру с украденным быком, которого они тут же убили, отрезав ему голову. Увидев аскета, они решили убить и его, как свидетеля совершенного ими преступления. Он молил их пощадить его жизнь, уверяя, что через некоторое время он войдет в нирвану, а если они убьют его, то он потеряет 50 лет совершенствования. Но они не поверили и отрубили ему голову. Тогда его тело приняло страшные формы ямы царя ада. И он, взяв бычью голову, посадил ее себе на плечи. Затем он убил обоих разбойников и выпил их кровь из их же черепов. Но тем потерял надежду попасть в нирвану. В своей ярости, ненасытно алкая жертв, он угрожал обезлюдить весь Тибет. Тибетцы взмолились Бодхисаттве Манджушри, прося защитить их от ужасного врага. Манджушри, приняв устрашающие формы, в жестокой борьбе победил Яму и загнал его под землю, в ад. Гневная ипостась Манджушри и есть Ямантака, буквально убивающий смерть. Легенда пленяет своей жуткой, но жестокой логикой. Никто не виноват. Разбойники стали убийцами беззащитного отшельника, потому что опасались предательства, и, надо полагать, не без оснований. За свою ошибку они расплатились жизнью. Гнев отшельника психологически объясним. Он провел столько бессонных ночей и томительных дней ради достижения покоя в совершенстве инобытия, о котором он мечтал. Скопившаяся в нем энергия страсти, которая должна была, согласно буддийским представлениям, вынести его за пределы мира, властно требовала выхода. Но по учению о переселении душ он должен был родиться заново и мог совершить грех, который отбросил бы его далеко назад в круг сансары. И он ведь мог родиться не человеком, а асуром-гигантом, вечно воюющим с девами-богами, лишенным даже стремления к нирване. Короче говоря, он потерял все, и потому он убил. Но убив, он терял даже надежду на нирвану, ибо его душа сознания должна была распасться на составляющие ее элементы, сканды, и исчезнуть. Поэтому он стал мстить миру, обманувшему его надежды. Конечно, люди не могли справиться с таким напором энергии. Эту задачу мог выполнить лишь источник и покровитель знания Бодхисаттва Манджушри. Но для того, чтобы выйти из состояния покоя, ему тоже была необходима энергия. Обретя ее, он выполнил дело спасения человечества от смерти. Таким образом, здесь единственным злом мира является энергия страстей, толкающих людей на деяния, влекущие за собой страдания и смерть. Этот миф, безусловно, тибетского происхождения. Он ничего общего не имеет с индийским брахманским мифом, согласно которому яма есть перерождение жестокого царя Вайшали, который пожелал стать царем ада, чтобы продолжать свою деятельность. Желание его исполнилось. Помимо сюжета, сама трактовка ада в Индии и Тибете диаметрально противоположна. Индийский яма зол по природе и мучит попадающих к нему людей согласно своим вкусам и наклонностям. Тибетский яма – жертва окружающей среды, толкнувшей его под землю.
Его гибель, последующая злоба и поражение, есть результат кармы, то есть причинности. Яма, находясь в аду и терзая грешников, мучается сам, и даже работа, выполняемая им, в общем полезна, так как грешники в мучениях искупают свои грехи и могут впоследствии достигнуть нирваны. Поэтому яма входит в число защитников закона Дхармапала и почитается наравне со своим победителем Ямантакой Манджушри. Сам термин Дхармапала в Индии применялся как составная часть титула радж, симпатизировавших буддизму, и означал «защитник веры». В Тибете этот термин получил новое содержание. Дхармапалами там назывались сверхчеловеческие существа, часто ипостаси божеств, гневные и устрашающие. Но, несмотря на этот облик, они пользуются почитанием, так как страшны только для грешников и врагов веры. Как совершилось такое удивительное превращение, и каким историческим переворотом оно отвечает? Согласно доктрине Махаяны, наряду с переселением душ существует воплощение, аватара, ничего общего с переселением душ не имеющее. Каждый человек перерождается из тела в тело, но святые при помощи совершенной безгрешности и истинного познания разорвали оковы круговорота рождения и смерти, стоят вне путаницы явлений и обманов, которые мы называем действительностью, и поэтому находятся вне времени, пространства и законов природы, которыми они распоряжаются по произволу. Будды, перейдя в нирвану, исчезают всецело и навсегда, но бодхисаттвы, живя на небе Тушита, способны принимать любой образ для содействия спасению дышащих существ, хотя их подлинное «я» остается без изменения. Пусть так, но какое касательство имеет легенда о низвержении злого отшельника в ад и превращении его в царя ада к истории Тибета VIII века? Самое прямое. Тисрон-де-Цан, второй тибетский царь, покровительствовавший буддизму, был объявлен воплощением бодхисаттвы Манджушри за подвиг защиты веры, а низвергнутый отшельник — это замкнутый в подземелье Мажан, губитель людей. Такая интерпретация событий, волновавших тибетское общество в VIII веке, отвечала и требованиям момента, и идейным установкам буддизма, и даже обеляла память погубленного вельможи, фактически обращенного в царя бездны. Предлагаемое толкование легенды и связанного с ней образа находит ряд подтверждений, исключающих все иные предположения. Сначала наметим предельные даты. В Древней Индии не было ни образа Ямантаки, ни самого культа его. Впоследствии тибетский Ямантака отождествлялся индуистами с Шивой, однако шиваизм, как составная часть индуизма, оформился лишь в результате деятельности Кумарилы, то есть после VIII века. Итак, VII-VIII века – предельная нижняя дата. В XI веке образ Ямантаки зафиксирован в Непале, но так как Непал в VII веке входил в Тибетскую империю, а в VIII веке был с ней весьма тесно связан через единую буддийскую общину, то, следовательно, образ мог быть принесен как из Непала в Тибет, так и из Тибета в Непал. Важно другое. Наличие Ямантаки в XI веке в Непале показывает, что предельная верхняя дата его возникновения – X век, то есть еще до восстановления буддизма в Тибете Атишей. На тибетское происхождение Ямантаки указывает текст легенды, где прямо сказано, что отшельник, превращенный в беса-людоеда, грозил опустошить Тибет,
То есть эта легенда отнюдь не переводная, и значит могла возникнуть лишь в эпоху Тибетской империи VII-IX веков. Далеко не все тибетские цари покровительствовали буддизму, но и из них лишь Тисрон-де-Цан считался воинственным воплощением Манджушри, каковым является также Ямантака, следовательно, все прочие цари отпадают, тогда как здесь совпадение полное. Единственный серьезный соперник Тисрон-де-Цана Мажан был, подобно Яме, не убит, а ввергнут под землю живым за безобразия, производимые им на земле. Легенда удивительно точно повторяет исторические события. Таковы косвенные доказательства, и естественно, что описание совершенного царем преступления искать в официальных документах бесполезно. Но в театре мистерий Цам одна из масок, свирепый людоед с бычьей головой, называется Машанг, тогда как другая, тоже быкоголовая, именуется Святой Царь Веры. Мало этого, рога маски Машанг загнуты назад, подобно рогам Ямы на статуэтках, тогда как рога маски Святого Царя Веры поставлены вертикально, как рога Ямантаки. Цепь доказательств замкнута. Народное предание сохранило то, что старательно затушевывалось официальной историей и теологией. Теперь встает другой вопрос: какую пользу извлекло правительство Тисрон-де-Цана от своей пропаганды? Чтобы разобраться в этом, нам надлежит учесть своеобразие буддийской логики, не похожей на какую-либо другую. В самом деле, Мажан был в предыдущем перерождении жертвой несправедливости, разбоя, убийства, и потому озлобился. Но озлобившись, хотя и не по своей вине, он стал вреден, и потому гибель его оказывалась следствием кармы, причинной последовательности, а не злой воли царя, который совершил сей поступок, лишь жалея своих подданных. Да и Мажан не пострадал, так как теперь в аду он на своем месте, делает важное дело, наказывает грешников, дабы исправить их, и поэтому тоже заслуживает поклонения. Для нас такое толкование показалось бы ханжеским, лицемерным и вздорным, но для буддиста здесь своеобразная железная логика. Согласно этому построению должны быть довольны все. Царь, потому что он победил смерть, буддийские монахи и тибетский народ, так как они избавились от злого губителя, и друзья Мажана вследствие того, что последний стал в ряд сверхчеловеческих существ, и сами буддисты начали ему поклоняться. Сомнительно, чтобы тибетские массы и особенно сторонники Мажана приняли эту оригинальную версию. История Тибета показывает, что не было момента, когда бы бонцы не мечтали о реванше, но диктатура, установленная Тисрон-де-Цаном, была достаточно прочна для того, чтобы держать большинство населения в полном подчинении и обеспечить пропаганду буддизма. Однако успех пропаганды, несмотря на огромную деятельность, развитую переводчиками священных книг, был весьма относителен, так как подавляющая масса населения Тибета была неграмотна, а внедрение грамотности при кочевом быте и почти постоянных войнах чрезвычайно затруднительно. Для того, чтобы подействовать на воображение народа, нужно было найти средства, чтобы быстро и наглядно довести идеи до его сознания. Причем следовало также соблюдать известную точность, дабы не исказить закон. Такие возможности давала живопись, и вследствие этого тибетская иконография стала средством пропаганды буддизма и приняла те особые формы, которые поражают нас, но вполне закономерны при условии принятия высказанной точки зрения. Легенда превращается в картину.
Использование живописи для целей агитации – факт, имеющий весьма широкое распространение, и нет ничего удивительного, что мы обнаруживаем его в Древнем Тибете. Но напряженная политическая обстановка не позволяла предоставить художникам свободу выполнения икон, так как художник мог принадлежать к другой секте, или быть вольнодумцем, или тайным бонцем, и нарисовать икону так, что она дала бы результат обратный искомому. Поэтому при создании образа устанавливался канон, который должен был соблюдаться неукоснительно. Однако иконы нашей коллекции имеют некоторые отступления от него. Например, вместо слона под ногами торжествующего победу Ямантаки изображается более известный тибетцам як и опускается изображение кладбища, указанное в каноне как обязательная деталь. Вместо него внизу иконы помещаются изображения других дхармапал – Ямы, Махакалы, Лхамо. В углах иконы пририсовываются различные божества сообразно выбору художника. На самом дакшите надето ожерелье из отрубленных голов, выражение которых зависит также от вкуса и настроения мастера. Художник, приблизительно соблюдая ритуальную раскраску, остается хозяином колорита и так далее. Но самое главное то, что икон, точно соответствующих описанию, нет. Обязательно изображается Шакти, опущенная в описании. Шакти – это женская ипостась Дхармапалы. Она вдохновляет его на подвиг и возбуждает в нем страсть, без которой он был бы не в состоянии действовать и побеждать врагов учения. Собственно говоря, Шакти не женщина, а символический знак, обозначающий энергию страсти, отнюдь не эротической, а просто действенной. Древние оригиналы драматических картин, символизировавших борьбу буддизма с Боном, естественно, до нашего времени не дошли, потому что нестойкие материалы, шелк, полотно, за 1000 лет истлели. Но древние тексты дошли до нас не в оригиналах, а в средневековых списках и от этого ценности не потеряли. Среди поздних копий встречаются архаические варианты, разумеется, не по выполнению, а по композиции. И один из них, икона Ямантаки в Государственном музее этнографии народов СССР, оказался ключом, которым был открыт принцип пиктографической записи. При горизонтальном делении икона распадается на 3 плана – вверх, середину и низ. При вертикальном тоже на 3 – правую сторону, центр и левую сторону. В целом она состоит, следовательно, из 9 компонентов, соотношение которых нам и следует выяснить. В верхнем правом углу изображены Рало Цава, переводчик священных книг, и волшебник Лалита Ваджра. Оба они в облаках, на них светит солнце. Правыми руками они держат ваджры, символ молнии, левыми — капалы, чаши с кровью. В центре наверху Бодхисаттва Манджушри в нимбе. Образ обычный. Алмазное сиденье, атрибуты меч, коим он разрубает мрак невежества, и книга премудрости, Праджна-парамита. В верхнем левом углу Дубчен Балджит и святой Джерин-паче Дзонгхапа с атрибутами Манджушри. Балджит в шарфе отшельника с бычьей головой и 2 копалами, черепами полными кровью. По всей видимости, это образ того святого, который, надев на себя бычью голову и выпив кровь своих убийц из их черепов, превратился в беса. В середине справа Нанда, царь нагов, змей на фоне пейзажа, река, окруженная деревьями и кустами. На реке утки, на берегу лань, гор нет. В середине центра изображение Ямантаки с Шакти в образе женщины, обнимающей Бодхисаттву. В середине слева отшельник Ситхи на пригорке.
Перед ним два дерева, олень, верблюд и ногой коленопреклонный человек. Сбоку от отшельника субурган. Пейзаж облаком отделен от дерева, на котором изображены предки тибетцев. Царь обезьян и Ракшасиха верхом на волке. Внизу справа налево Лхамо, Махакала и Яма. Наконец на иконе изображен змей-наг, обвитый вокруг тела Ямантаки. А крыльям коршуна, лежащего под его левой ногой, придана форма крыльев Гаруды, злейшей противницы змей. По легенде, учение Махаяны получено было Нагарджуной от нагов змей, которым проповедовал Будда более полно, чем людям. Поэтому данный образ иконографически является махаяническим, то есть архаическим. Чрезвычайно важно, что Ямантака не низший, а высший образ, не нисхождение Манджушри к смертным, а восхождение его к подвигу наблюдаем мы. Тут отражена не концепция аскезы, а идея воинствующей и победоносной церкви, чуть ли не инквизиции, но, как видно из предыдущего, буддизм приходит к этой идее в результате внутреннего исторического развития, а не в результате инкорпорирования местных божеств, как полагали многие исследователи буддизма, в том числе Грюнведель. Теперь попробуем разобраться в смысле всей композиции как целостного произведения, а тем самым и в фабуле иллюстрированного рассказа. Рассмотрим левый вертикальный ряд. Начало действия — мифическое нисхождение Манджушри, так как убийство отшельника происходило на земле. Действительно, изображен святой в горной стране. Затем он же в страшной форме ипостаси наверху как бес, и, наконец, внизу под ногой Ямантаки как царь ада Яма. Половина мифа уместилась в 3 рисунках левой стороны. Перейдем к центру. Наверху добрый Манджушри, затем, видя безобразие, творимое Ямой, он начинает сердиться, еще сохраняя золотистый цвет. Затем он красный от гнева, с выпученными глазами и оскаленными зубами. Затем он устрашающий, синий, с бычьей мордой из шакти. Он перешел от покоя к действию, искореняет грех. Под ним его индийский аналог Махакала, стоящий на поверженном сыне Шивы Ганеше, боге препятствий в брахманском пантеоне. Итак, центр композиции — это вторая половина мифа, воплощение и победа Манджушри над смертью. Правый ряд заключает предшественников Манджушри в борьбе за буддизм. На земле Нанда, передавший Нагарджуне учение Махаяны. В облаках переводчик и отшельник, тщетно старающиеся доставить торжество закону и общине. Внизу Шримати Деви или Лхамо, из ревности к вере убившая сына, но не достигшая успеха. Общий смысл иконы проясняется. Правая сторона борется с левой, но бессильно. Побеждает, повергая под ноги язычество и смерть аватара Манджушри страшный Ямантака, он же тибетский царь Тисрон-де-Цан, 754-797 годы. Эта концепция привилась тем легче, чем охотнее угодные буддистам цари объявлялись воплощениями бодхисаттв, а тибето-буддийская эстетическая теория основана всецело на учении об аватарах. В самом деле, если мир — только цель иллюзий и обманов, то изобразить его правильно невозможно. Следовательно, реализм неосуществим принципиально. А раз так, то совершенно безразлично, какую форму придает художник предмету. Важно лишь, чтобы зритель восчувствовал. Но иконная живопись, как было доказано выше, популяризировалась именно потому, что она несла определенную смысловую нагрузку. Она доводила до сознания зрителя идеи, которые бы он иначе не воспринял.
Значит, буддийская икона есть, по сути дела, запись смысла, то есть род пиктографического письма, приспособленного для целей пропаганды прибавкой эмоционального момента, заключенного в самих средствах живописи. При такой постановке вопроса понятны и строгость канона, и произвольное обращение с колоритом, формами и ракурсами, и стремление насытить площадь картины до отказа, и отсутствие перспективы или теней как элементов правдоподобия. Буддийские иконы в Тибете и Монголии не картины, и потому в правдоподобии не нуждаются. Тибетский мастер не умел рисовать как европеец и не стремился к тому, чтобы фиксировать несуществующий, по его мнению, мир. Но для того, чтобы быть доступным зрителю непросвещенному, создатели буддийского иконописного канона должны были волей-неволей заимствовать материал из того самого мира, истинность которого они отрицали. Чтобы показать силу бодхисаттвы, они рисовали много рук и ног, но вместе с тем снабжали их мускулатурой, которую они наблюдали в повседневной жизни. Чтобы показать его победоносность, они надевали на его ожерелья из черепов и отрубленных голов. Для этого им было необходимо изучать анатомию и физиономистику. Змей, обвивающий шею бодхисаттвы, изображается очень похоже, иначе его просто не узнать. Короче говоря, тибетская действительность вползла на полотно буддийских икон и, застряв на нем, дожила до нашего времени.